На следующей неделе начинается новый учебный год, в том числе и в высших учебных заведениях. Ведущие республиканские вузы вновь откроют свои двери для тысяч студентов. И не только из России. На сегодняшний день более 800 иностранцев из самых разных уголков мира получают высшее образование в Северной Осетии. Их количество растет с каждым годом. Среди иностранных студентов есть и те, кто планирует остаться жить в республике. Подробнее о том, какие профессии выбирают студенты-иностранцы и чем занимаются ребята в свободное от учебы время, расскажет мой коллега Батрас Загуров. Вы как? Как дома у вас у всех? Хорошо. Самое главное, как у тебя? А я тоже хорошо. Дилера Турсуналиева ежедневно созванивается с родителями. Девушка приехала в Осетию из Узбекистана, учится в Северо-Остинском государственном университете на стоматолога. Признается, за 4 года влюбилась в республику. Особенно покорила ее красота гор. Поначалу были трудности в общении, она плохо знала русский язык, но без помощи Дилера не осталась. У нас очень дружный, можно сказать, деканат. Они очень помогают иностранным студентам, а также наши учителя всегда нам помогают. Особенно у иностранцев всегда бывает несколько проблем с языком, и они всегда нам готовы помочь, по несколько раз объяснить. В республике он очень нравится, потому что и народ дружный, и погода как-то хорошая, не отличается от нашей. В СОГУ учатся 230 студентов-иностранцев. География впечатляет разнообразием. Поступают из стран бывшего СНГ, Азии, Африки и Южной Америки. В 2018 году на базе университета мы открыли подготовительное отделение для иностранных граждан. Желание обучаться здесь – это в первую очередь, конечно, благодаря тому качественному образованию, которое здесь можно получить. Это общественно-политическое согласие, это межконфессиональное согласие, которое здесь есть. Все эти моменты как раз способствуют тому, чтобы все больше студентов приезжало в республику. Паскаль Томас родом из Камеруна. Вспоминает, с детства хотел заниматься нефтегазовым делом. Освоить профессию решил в Северокавказском горно-металлургическом институте. Успевает он и подрабатывать, преподает английский язык детям. Паскаль здорово говорит по-русски, делает успехи и в изучении осетинского. Паскаль в Осетии 5 лет. Все это время не виделся с родителями. Говорит, очень скучает по ним. Зато приобрел здесь много новых друзей. Рассказал Паскаль и о своих любимых местах в республике. Самые любимые места во Владикавказе, во-первых, это проспект Мира. Это самое любимое место. Дальше я в Алагир был, там очень красиво, мне очень понравилось. Я там был уже 2 или 3 раза. По окончании учебы Паскаль хочет остаться в Осетии. Подумывают об этом и другие зарубежные студенты ГМИ. В вузе учатся 450 иностранцев. В университете объяснили причины такой востребованности. Во-первых, у нас есть договора с зарубежными компаниями, рекрутинговые компании, которые занимаются тем, что рекламируют наш вуз за рубежом и советуют ребятам поступать сюда. Второй вариант – это когда наши действующие студенты рассказывают о нашем вузе своим родственникам, друзьям, говорят о плюсах нахождения в этом городе и обучения в этом университете. Поступают иностранцы и в другие учебные заведения Осетии. С годами их количество неуклонно растет. Это говорит о высоком качестве преподавания, а также о том, что дипломы наших вузов ценят за пределами республики. Батрас Загуров, Хета Гапоев, Алана Бзыкова. Специально для программы «В итоге».